Когда мы говорим о том, что как только Иван Грозный захватил Казань, в Казани была основана старо-татарская слобода, на территории которой мы сейчас с вами находимся. Как раз, да? Почему была основана старо-татарская слобода? Потому что русской власти необходимы были лояльные кадры, были необходимы люди, которые поддерживают эту власть, которые помогут ей закрепляться в новом регионе. И среди этих людей были и переводчики, и те, кто помогал в административных действиях новой власти, и просто военные, лояльные новой власти. И среди них были, конечно же, торговцы. То есть постепенно, вот с этого момента и начинается вот это постепенно вот это вот формирование класса или сословия торгующих татар. Вот смотрите, на протяжении 17 века, и это вот особенно ярко вот в этих двух указах 1672-77 года чувствуется, что русская власть, русское официальное государство поддерживает торгующих татар. И тарханы — это особая категория, которые пользовались особыми привилегиями. Ну, эта категория существовала, скажем, и в Золотой Орде, и в Казанском ханстве, и в русском государстве некоторые элементы вот этого тарханства, они существовали. И служилые татары получили право на беспошлинной торговли. Русское государство на протяжении 17 века, может быть, даже и не, скажем так, не ярко это все было выражено в каком-то одном законе или в каком-то указе. Вот татары торгуют и так далее. Но во многих законах, во многих указах эти моменты учитывались. И вот в этих, например, указах 70-х годов это было учтено. Вот. Подтверждение этому праву казанских слободских татар было и в 1685 году, когда царевичи Иван и Петр дали специальную грамоту казанскому воеводе Голицыну о беспрепятственной торговле казанских слободских татар. Причем здесь ведь такой получался юридический казус. Служилые татары вроде бы по закону не должны были торговать. То есть это вроде бы не совсем официально было. Но тем не менее, вот даже вот в этих указах все время это подчеркивалось, что жители татарской слободы и слободские татары, прежде всего, имеют право беспошлинной торговли. Дальше, и в 18 веке эта тенденция продолжалась, оформлялась в разное время, в разных законодательных актах. Вот в 1736 году указ был о поддержке торгующих служилых татар. И, наконец, очень яркое свидетельство тому, что торговля татарского населения по Волжье и Приуралье поддерживается государством, официальной властью, это то, что в 1744 году под Оренбургом была создана Каргалинская Сиитова слобода. Знаменитая Каргалинская Сиитова слобода. По специальному указу Анны Иоанновны, после многих размышлений, после многих дискуссий, предложений самых разных со стороны местной власти, было принято решение, в общем-то, абсолютно беспрецедентное. 200 семей казанских слободских татар, но не только они были из пригородной татарской слободы, они были из некоторых и других регионов нашего края, наших небольших, скажем, современного Сабинского района и некоторых других. 200 семей татар получили разрешение переселиться под Оренбург и основать там торговую татарскую слободу. И она получила название Сиитова или Каргалинска по названию реки Каргала или по имени Сиита Хаялина, который являлся как бы зачинщиком, одним из организаторов этой самой слободы. И тогда переселилось туда, поначалу не 200 семей, но 173 семьи, потом потихоньку, может быть, даже не совсем потихоньку, численность населения этой слободы росло, я об этом еще чуть подробнее ниже скажу, более подробно о Каргалинской слободе и ее роли в восточной торговле. Так вот, это, можно сказать, такой большой, показательный и даже переломный момент в развитии восточной торговли России в целом. Создается Оренбургская крепость сначала в 1935 году, в 1944 году, уже буквально через 9 лет, под Оренбургом возникает слобода торгующих татар, для которых основная цель – организовать торговые связи русского государства со странами Востока, прежде всего со Средней Азией. Далее, уже в 1751 году создается, после, опять-таки, очень драматичных событий, создается в Казани еще одна татарская слобода, которая получает название Ново-Татарская слобода. Вы тоже прекрасно знаете, проживающие в Казани, конечно, это все точно знают, где она находилась, где она сейчас находится. Ново-Татарская, Йома-Бестя. Она возникает, опять-таки, в продолжении вот этой самой протекционистской политики поддержки государством торговли служилых татар, торговли слободских татар.
которые должны были активно поддерживать прежде всего устремления России в восточном направлении. Например, в 1763 году происходит два любопытных очень события. Это указ о запрещении впускать азиатцев, в кавычках, во внутреннюю область России для ведения торговли. Смотрите, государство не очень поддерживало приезд восточных купцов в центральные районы России. Это было опять-таки сделано прежде всего для поддержки собственного купечества, собственных кадров, можно так сказать, понимаете? То есть фактически эта функция передавалась опять-таки татарским купцам, потому что именно они осуществляли в первую очередь связь с Центральной Азией, со среднеазиатскими государствами. И в то же время в 1763 году в Казани происходит очень серьезный конфликт между жителями татарских слобод и русскими купцами. Это был конфликт почти вооруженный, потому что русские купцы, опираясь на закон, слободские татары считались по закону, официально считались крестьянами. Понимаете? И после этого русские купцы, так сказать, на букву закона опираясь, они буквально захватили несколько десятков торговых лавок и складов татарских купцов в гостином дворе в Казани и обратились к власти, губернским властям и официально в Сенат, что татары имеют статус крестьян, крестьянам торговать запрещено в этом государстве, и поэтому они неправильно торгуют. И представьте себе, государство и местная власть, и центральная власть поддержали татар, и наоборот не поддержали русских купцов, и даже ввели специальные солдатские команды на территорию гостиного двора, чтобы защищать лавки татарских купцов. И было специально в этом указе подчеркнуто, что татары, которые проживают в пригородных слободах, имеют беспрепятственное право торговли. Они имели иногда статусы, и даже в законах они упоминались, торгующие татары или татары, слободские татары, имеющие право торговли. Понимаете? То есть они формально вроде бы крестьяне, но имеют дополнительный статус и право ведения торговли. Ну и, наконец, 1782 год, поскольку мы говорим только о 18 веке, 19 век это новая история, новая страница, там уже новые активности. В Казани в 1782 году создается Казанская татарская ратуша. То есть это орган самоуправления татар, который практически организовывал всю торговую активность жителей старой и новой татарских слобод. Это был коллегиальный орган, избираемый самими татарами и содержащийся за счет самих татар жителей этих двух слобод. Там был бургомистр, ратманы, и они через определенное время менялись, они получали, так сказать, официальный статус и получали, так сказать, официальные задания. И прежде всего, если мы говорим о торговле, поскольку это уже действительно орган управления торговыми, прежде всего, активностями. Так вот, это Казанская татарская ратуша, я здесь только два момента, две их функции ее упомяну. Она начала записывать татар в гильдейское купечество, то есть именно с конца 80-х годов татарские торговцы официально приравнены к русскому купечеству в Российской империи. Это очень показательный факт. Правда, в начале самых богатых купцов первой гильдии у татар не было, были купцы только второй, третьей гильдии, там 8, по-моему, семей, 30 семей, второй, третьей гильдии. И только в самом начале 19 века у татар появляются купцы первой гильдии. В гильдии записывали согласно объему капитала имеющегося. Первые гильдии купцы имели уже гораздо более широкие возможности для ведения торговли. У них уже был официальный юридический статус. Это были уже купцы, которые, скажем, это были уже не просто крестьяне, которые имели право торговли, это были уже официально защищенные законом члены единого купеческого сословия Российской империи. Это очень важный, очень показательный факт. И вторая функция, которая была возложена на ратушу, ратуша выдавала торговые паспорта, то, что мы сегодня называем лицензией. Вот. Торговый паспорт, я всю свою жизнь, когда сидел в архивах и занимался этой тематикой, хотел найти торговый паспорт. И почему-то в архивах торговых паспортов почти не отложилось, и мне довелось только парочку их увидеть. Но это очень любопытный документ. Поскольку в то время не было фотографий, то в торговом паспорте описывалась внешность человека. Представляете? Просто в паспорте так прописано, волосы такого цвета, глаза такого цвета, там какие-то особые приметы упоминались, никаких фотографий, естественно, нет.
То есть, в принципе, конечно, можно было все это сфальсифицировать, но паспорт, прежде всего, это разрешение на ведение торговли внутри государства или для отправления за границу, для торговли с другими государствами. Так, ну вот это вот, что касается этих общих моментов. Теперь давайте посмотрим на Сиитову слободу, которая была основана в 1744 году, только я вот несколько моментов только здесь выделил. Она была основана в 1744 году и очень быстро росла численность ее населения. Посмотрите, в 1744 году, в год основания, там числилось официально 996 душ мужского пола. В 1760 году, это еще 173, 200 дворов примерно было, да? В 1760 году официально 300 дворов, ну там чуть-чуть я округлил, и 1158 душ мужского пола, чуть выросла. К концу века уже видим, цифры уже в 3 раза практически возрастает, и численность населения уже почти в 7-8 раз возрастает. Это показатель того, что экономически этот населенный пункт развивается. И это именно татары Каргалинской, Сиитовой слободы, они и являются главными инициаторами и главными активистами продвижения российской торговли, российского влияния в Средней Азии. Конечно же, самый первый караван был отправлен в 1749 году, там где-то сейчас я цифры уже не вспомню. Он был организован специально для того, чтобы отправиться в Бухару и дальше. Он добрался до Афганистана, до Кандагара и вернулся, судя по источникам, достаточно успешно организовав эту торговлю. И вот, значит, смотрите, я в свое время, вот, когда занимался в архиве, вот эти цифры оттуда взяты, результативность. Я только здесь показываю только те объемы торговых операций через Оренбург, которые проводили татарские купцы. Только вот я за несколько лет вам эти цифры привожу. Посмотрите, там цифры, конечно, они разнятся. Видите, в один год там 100 тысяч с чем-то рублей. Но проценты, что они показывают здесь? Проценты показывают, это доля торгового оборота России со странами Средней Азии в то время. В руках татарских торговцев 3/4 этой торговли, представляете? То есть татары фактически основные участники этой торговой деятельности России на восточном направлении. Это речь идет о Средней Азии, но, конечно же, татары проявляли активность и в других направлениях, конечно же, и другие государства интересовали их, но прежде всего все это проходило, в первую очередь проходило через Среднюю Азию.